Главная тема повестки дня расширенного заседания Кабинета министров – перспектива туристической деятельности в стране на фоне закрытых границ и разразившейся во всем мире пандемии. Более 20 тысяч человек задействовано в отрасли туризма, не говоря уже о мультипликативном эффекте, который распространяется на всю Абхазию, на все сферы деятельности. Огромное количество людей ждут начала туристического сезона. Точного алгоритма развития, как будут складываться события, у нас нет. Нет не только в Абхазии, во всем мире. Но мы надеемся сегодня в рабочем режиме обсудить несколько вариантов развития событий, пойти друг другу навстречу. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией разработаны некоторые предложения, связанные с двумя важными аспектами – налогообложением и вопросами безопасности. Мы подняли два вопроса. Первый вопрос – это бремя финансовое, налогообложение, арендные платежи, а также те платежи, которые сейчас необходимо выплатить, и возвратные суммы. То есть там финансовые есть проблемы у бизнеса, у сектора туристического. И есть вопросы, связанные с безопасностью, прежде всего, наших жителей и безопасностью тех туристов, которые будут въезжать, когда все-таки откроется граница. Мы надеемся на то, что эпидемиологическая ситуация нам это позволит, и мы все-таки в этом году сезон состоится. Надежда умирает последней, мы на это рассчитываем, но хотелось бы, конечно, понять, какие меры будут приняты по безопасности, и уточнить это все, разработать вместе, совместно. Один из самых важных вопросов – сроки открытия абхазо-российской границы. Известно, что правительством республики принято решение о продлении некоторых ограничительных мер до 15 июня, в том числе действующий режим на КПП ПСО. Первый вопрос – это, конечно, уточнить по возможным срокам открытия границы с Российской Федерацией. Я понимаю, что это очень сложно сделать в сегодняшней ситуации, но очень многие наши предприятия сейчас испытывают большое затруднение именно с бременем заработной платы, с развитием, поддержанием своих объектов. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что к 15 июня будет известно, можно ли говорить об открытии границ, так как главное – это здоровье наших граждан. Нам очень неприятно выносить и записывать в протоколы и в распоряжение вот такие запретительные меры. Но другого пути пока нет. Уже телевидение от этого устало, но по отчетности статистиков, специалистов, инфекционистов у нас в Абхазии врачей 16 человек. У нас всего врачей разной специализации около 800. Всего. А мы из-за одного контакта с больным, в этом, кстати, виноваты медики, которые принимали беззащитных средств. Сколько человек у нас лежит в обсервации, находится, медиков? Сейчас на сегодняшний день все. А сколько пришли туда по этому поводу? Сколько? 15 человек. Медиков. Понимаете, какое соотношение? А если, вот я беру это в кавычки, мы откроем границу, и сюда придет турист, в том числе со скрытыми формами этой болезни, а что потом? У нас 2000 койко-мест в медицинских учреждениях. Там, если добавить 200 с лишним койко-мест в родильных домах, этого будет явно недостаточно для того, чтобы решать вопросы. У нас нет анестезиологов, у нас нет реаниматологов, у нас нет специалистов в таком количестве. В ходе совещания были озвучены рекомендации от российских коллег по бизнесу, связанные с безопасностью туристов. Одна из них – обеспечение страховкой граждан, прибывающих на отдых в Абхазию. В принципе, могли страховые полисы, российские, медицинские особенно, могли быть использованы на территории Республики Абхазия. Это невозможно, пока во всяком случае. Коллеги знают, мы много раз просили и поправку законодательства внести, можно отдельным соглашением это обыграть. То есть, если говорить о той нагрузке на нашу систему здравоохранения и каким-то образом воспользоваться страховым полисом, который может быть выдан туристу, который хочет приехать в Абхазию, то в данном случае эта ситуация исключается. Не по вине абхазской стороны, есть с нормативом определенные проблемы в данном случае.
Говоря о возможности освобождения предприятий от земельного налога и налога на имущество, руководитель налогового ведомства Даур Курмазия сообщил, что правительством готовится предложение об отсрочке квартальных авансовых платежей по данным налогам. Курмазия также рассказал о ситуации с уплатой предприятиями в сфере туризма налога на добавленную стоимость. По вопросу освобождения предприятий от земельного налога и налога на имущество с 1 апреля по 31 декабря скажу следующее. Здесь обозначено условие – это отсутствие туристического сезона. И только при отсутствии туристического сезона будет рассматриваться вопрос о полном освобождении от уплаты налога, потому что это годовая сумма налога. Речь идет в данном случае об авансовых платежах, уплачиваемых в течение года. И этот вопрос нами уже рассматривался, обсуждался с Министерством финансов о предоставлении отсрочки. И в дополнение к одному из вопросов, соответственно, без применения штрафных санкций. Да, есть предприятия, которые уже оплатили земельный налог и за второй квартал текущего года, естественно, и за предыдущий период. И есть пару предприятий, которые оплатили уже земельный налог до конца года. Это была своего рода серьезная материальная поддержка местных бюджетов. Земельные налоги, налог на имущество полностью поступают в бюджеты районов. В ходе совещания Александр Анквап отметил и тот факт, что в сфере туризма существует немало проблем, связанных с безопасностью и качеством услуг, предлагаемых туристам. Однако все эти вопросы можно решить лишь сообща. Консенсус необходим. Мы же с вами союзники. Понятно, много претензий обосновано и к безопасности туристического бизнеса, и к условиям, к отключениям электроэнергии, к отключениям подачи воды, проблемы с канализацией, дорогами, многое другое. Человека надо благодарить за то, что он купил одну бутылку воды у нас на объекте или переночевал сутки. Мы этому тоже должны учиться. Это большая культура, это большая наука туристическая. Это где-то утерянные традиции. А есть те вещи, которых у нас никогда не было, другие формы туристического бизнеса. Александр Анквап также подчеркнул, что в туристической сфере существует и проблема с отчетностью, так как цифры не соответствуют реальному положению. У нас очень много проблем со статистикой, чтобы вы знали. Надо посмотреть, тут надо нарыть очень многое. Если не будет правильной отчетности, правильной статистики, трудно прогнозировать. У нас некоторые цифры приближаются к советским. Если у нас столько отдыхающих в год бывает, а где деньги тогда? Перед развалом Советского Союза Абхазия принимала 1 200 000 людей только. Это в сезоне, в межсезонье. Из них примерно 500 000 по путевкам, остальные дикари, турпоезда, пионерские лагеря и так далее. А тут читаешь некоторые сводки, отчеты, отдохнуло 2000 человек. Здрасте, я ваша тетя. Откуда такие цифры? Или вообще какие-то сумасбродные цифры читал. 3 миллиона отдохнуло, 4 миллиона. Мы что, путаем туриста с тем количеством людей, которые пересекают границу ежесуточно? В день по несколько раз. Есть тут над чем поработать коллегам. А если это скрытые все вещи, да, ну тогда давайте будем наводить порядок. Премьер-министр Александр Анквап, завершая встречу с предпринимателями туротрасли, отметил, что правительство разделяет все их опасения и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит методы оказания регулярной поддержки представителям сферы туризма. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.